Разбитые окна и почерневшие фасады. Деревянная двухэтажка и без того в последние годы имела неудовлетворительный вид. После пожара картина стала еще печальнее. Дом мещанина Шарапова – единственный сохранившийся до нашего времени образец крупного особняка, какие строили в Усть-Усольске во вторую половину 19 и начале 20 века. В годы гражданской войны в верхнем этаже здания квартировались подразделения Красной армии, а с 19 года по словесному договору с Шараповым там размещалась школа второй ступени. Впрочем, уже через 6 лет хозяев выселили вовсе. В бурный советский период здесь располагалась сначала школа, затем ясли-сад, а с 1997 по 2008 православная гимназия. Эксплуатацию приостановили сотрудники Госпожнадзора. Что там случилось, пожарники или кто там, выяснят, но очень жаль. Вот это тоже старинное здание, это тоже деревянное. Я здесь была в 1955 году, оно было совсем новенькое. Кому-то надо, наверное. Я только так думаю, больше у меня мнения другого нету. Не могло оно само загореться ни с того, ни с сего. Так что больше нечего мне сказать. Больно и обидно. Возгорание в старинном доме обнаружили накануне около 17:30. Сюда оперативно приехали пожарные подразделения и медики, 14 единиц техники и 47 человек. Движение на участке тут же перекрыли. Уже через час возгорание было потушено. Надо отдать должное дорожникам. Сразу после локализации огня перекресток посыпали песчано-соляной смесью, иначе улица могла превратиться в каток. Огнем повреждено примерно 50 квадратных метров. Большую часть исторического здания удалось спасти. К счастью, никто не пострадал, ведь здание давно пустовало. По причинам случившегося идет доследственная проверка. Рассматриваются версии, налицо признаки поджога. Памятник истории и культуры дом Шарапова в прошлом году сдали за символическую цену в аренду с тем, чтобы арендатор за свои деньги отреставрировал здание. Восстановить его планировалось к 2023 году, однако сейчас, похоже, работы для ремонтников прибавилось. Объект уже осмотрела комиссия, в составе которой работали министр имущественных и земельных отношений, представители управления по охране памятников и арендатор. По их оценке, ущерб причинен все же незначительный. Реставрационные работы, которые были определены договором аренды, остаются в силе и в планах. Арендатору поставлена задача в кратчайшие сроки закрыть периметр здания и обеспечить его сохранность. По информации, которую мы получили от арендатора, он намерен продолжить работы по подготовке к реставрации данного здания. У него заключен договор на разработку проектной документации. После разработки проектной документации она будет согласована с управлением Республики Коми по охране памятников. И он планирует начать работы по реставрации данного объекта в этом году. Поэтому мы держим ситуацию на контроле. По договору аренды и охранным обязательствам восстановленное историческое здание планируется использовать под административно-офисные помещения. Также в Минимуществе отметили 23-й год – крайний срок завершения реставрационных работ. Константин Куратов, Дмитрий Ведерников, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.